Живе Беларусь! Живе Беларусь! Для мяне галоўнай падзеяй гэтага тыдня было 100 гадоў апошняга боя Юркі Моніча. Справа ў тым, што як акупанты не душылі беларускі народ, яны не маглі вытравіць памяць пра великого змагара за беларусаў, за беларускія інтарэсы. Тое, што рабіў Моніч, это абсолютно фантастычна. Гэта будут калісьці блокбастеры, калі вот эта хеўра, которая незаконна кіруе Беларусью і трымаюць в тым ліку паневерцы беларусаў в замежжы, будет выкінутая. Рано ці позна будет гэта зроблена. Ён быў настаўнікам церковного ЦПШ, были такие школы. Мобилизованы был на Первую империалистичную войну. Там стал офицером, потому что белорусы завсёды умели воевать. И начинаючи с 18 года, он змагался со самой страшной силой, той силой, которая пришла в нашу землю, с коммунистами, вел збройную борьбу. Гэты отдел спочатку трымаў амаль што весь Барыстаўскі павет. Пасля гэта все скарочвалася. Вельмі шмат легендаў в Крупскім районе, в Барыстаўскім районе засталіся до гэтага часу, бо большасць того, что я ведаю про Юрку Моніча, гэта менавіта ад людзей, а не з кніжак. Хотя ёсць у Юркі Вітвіча, книгу про якого, як заўсёды казаў, так, специальный раздел, присвяченный сапраўды вельмі великому герою Беларуси Юрке Монічу. Там, между іншим, описано, что уже в 23-м году, когда коммунисты всему свету доказывали, какие они моцные, это вельмі подобно на то, что отбывается сегодня. Вось. Партизаны Моніча спынили цягнік Берлин-Москва, где были замежные делегации, и пропоновали коммунистам, не людям, как они сами сознали, что они коммунисты, как отрымали они по шомполу, снявши портки за год, кожный год життя ихнего великого Владимира Ленина. А кто будет ховаться, так еще додатково отрымает за кожный год життя не меньшего ихнего Карла Маркса. И коммунисты скуля на вачах дипломатов, потому что там были замежные делегации, это немагчыма было скрыть. И шли, и их секли. После их всех отпустили. А покуль шло это шоу, хлопцы Моніча отшапили платформы зернем, потому что оккупанты заўсёды аднолькавыя, не отбирают у белорусов все. А зерня трэба было вертать белорусским селянам. Много что осталось от Моніча, в том лику его фразы, что ніколі вороги ничего з ім не зробят на его земле, сдадут свои. Но это наша белорусская история, вы можете сегодня это побачить. Лепшего сябра Моніча ГПУ поставила перед выбором: альбо расстреляют семью, альбо ён заб'е Моніча. То есть, таки сегодня вы можете побачить в других эпизодах и всем остальным. И он не смог забить. А лишь привел супрацоўніка ГПУ до леса Моніча с легендой, что человек хочет в банду. А до этого было вельмі шмат. ГПУ после вот этого упадка с цягніком нават внедряла агента, который забил офицера Червоной армии на вечерках. Как была легенда, так, что типа свой, ничего не отрымливалось. И на этом месте я был неаднойчы. Вот была такая сустрэча Юды, Моніча и человека, который мусил его забить. А лишь ГПУшник не смог его забить, потому что Монич смагался с этими бандой, так, реально и вельмі долго. У него, як в этих фильмах, на гумках, были пистолеты в рукавах, и он завалил просто ГПУшника. А лишь ГПЮ ніколі не ходить одно. Монич прорывает первое очепление, его забивают, коли он прорывал другое. Это еще не все. Тело Моніча на подводу везут по местечках Барыстаўского павета, и там коммунисты и комсомольцы здякуются над телом, как показать белорусам, что они безоборонные сегодня, что нема оборонца, который отдает белорусам то, что забрали у белорусского народа оккупанты. И кажет, что опознавал уже батька Моніча в ГПУ своего сына по той ране, которая заставалась в часы боев Первой империалистичной войны. Часы были вельмі страшные. Первый крыш по Юрку Монічу
мы ставили в лесе Монича, который сегодня есть. Робили его на подворку Олеся Пушкина. Ехали до этого леса, там 2 глушака полетело, и саморезами пришипили крыш Святой Ефросинии Полоцкой, где было написано «З Магаруза Беларусь». Пошла информация в СМИ повсюль и завсёды, что год про Монича 23 травня. И шла информация, и шла в разных крыницах. Хтось там не давал про рух солидарности разом, ці про меня. Люди это все подтримливали, потому что мясцовые сами ездили до этого крыжа. Ставили после с Олесем еще 2 крыжа. Это на батарее, мы не знаем, где похованы Монич. А хутчэй за все, Бочка там расстреливало, починаючи с 18 года. Хутчэй за все, тело кинули туды, после здеков. Этот крыж был снесенный решением борисовской влады. Игорь Лебедь, которого вы все ведаете, он недолго змагался с борисовской владой, как вернули крыш. А лишь нелюди есть нелюди. 3-й крыш мы уже ставили на могилках, откуль Монич. И меня там вразило. Бо кразнавцы с мясовой памяти Крупской дали спис одновисковцев Монича, которые были закатованы коммунистами в часы коммунистичных репрессий. Этот спис не полный, а лишь этот спис значно больше за обовязковый спис в каждом сельсовете белорусов, которые загинули подчас Другой Сусветной войны. Был портрет Монича на крыжи Ефросинии Полоцкой и спис этих людей. На завтра приехал прокурор Крупского района. В прессе было, как мы ставили крыш, а лишь бедных селян все равно заполохали. Кто этот крыш поставил? Як? Потому что они боятся Монича. И сёлета у них вельми великий поспех. 100 годов опошнего боя Юрки Монича он кинул за вас всех. И практично нигде ничего нема. Бо КГБ и до этого часу ненавидит все белорусское. И ты, кто толкал своими прикладами, так, тело Монича, так само мають своих спадкоємців не только в Лукашенковской банде, и они расповсюдились и на диаспору. Бо життя такое, як есть. Тому, шановні сподари, у меня до вас есть только одна пропанова. Это, все, кто могут, сегодня о 17 године приходьте, коли ласка, Белорусский дом в Варшаве. Будьте вечерина памяти Витольда Ашурка, заправного героя Беларуси. Бо коли б не было Монича, был бы інший Олесь Пушкин. И он все про Монича ведал. Я свое життя поклал для того, как белорусский народ имел правы. И это мусить быть, окромя всего іншого, право выбирать владу. Вы вели недоверчивые. Вы доверяли в 20-м году, где одной из ключевой фигурой был Либер. И ему достатково было дать личбы проголосования, когда сняли интернетовную заслову 12 жнивня. И была бы другая Беларусь. А если вы ведаете, у нас есть только факты фальсификации. Нема у вас никаких выборов. Вы просто доверяете Либеру, которого абсолютно не можете проконтролировать. Вы маете на это право. А лишь при этом, Калилацка, не кажите высокие пафосные слова, потому что за это деяние сотни белорусов в Беларуси сядут в тюрьму. А притычно, кого бы вы не обрали, меня цікавят только те личбы, которые будут рано чи поздно обвешаны. Вот те личбы можно будет прокомментовать. Абсолютно хочу ко всех, кто верить, верили. А лишь мне вельми хотелось, вас это объединовало с теми людьми, которые реально змагались за Беларусь. До опошнего своей хвилины. Бо Юрка Монич, по наших поданням, казал, я ведаю, что я не перемогу, а лишь повинна быть будущее. И я змагаюсь за тую Беларусь, якая будет. Вот чему и подняли червоно-белые стяги 9-12 жнивня, а не белые ануши. Вы снова все ровно, белорусский народ, загоняете туда, откуда он выскочил, великой кровью, навод не ведаючи, что все это уже было. И белое будет белым, и червоное будет червоное, тем лико кровя белорусов. И бел червоно-белый стяг. И он и сегодня стяг белорусского народа. И то, что за его сажают, у нас это было.
і в Советском Союзе як не душили беларусаў, пра Моніча памяталі, Моніча памяць ушаноўвалі. І так это сёння ёсць при оккупации Беларуси. А то, что на диаспоре они такие моцные, что впершыню с 2007 года перекрыли информацию про 100 годов апошняго боя Юрки Монича. Это вам отказ, в який час вы живете, где вы живете. А может быть, вы подумаете и скажете врешті тое, что мусить об'єдновувати нас всіх. Бо Юрка Моніч змагар за Беларусь. А Беларусь, акрамя всего іншого, это и тыя люди, якія были абрабаваны беззаконнем за апошние 30 годов. Это десятки миллиардов долларов. И знаете, моя родная прабабуля имела такую примовку, она 100 годов прожила. Монича на вас нема. И я сказал, я написал это, что Монича нема на вас. Сёння. А лишь нехай никто не мает иллюзий. Раз наша земля народила Монича, раз наша земля народила Олеся Пушкина, Игоря Ледника, Витальда Ашурка, то рано ці поздно про все вот эти КГБшные схемы, про великие гроши, про наше бесправие, на великий жаль, про скрыву нашего белорусского народа. А лишь знов з'явится Юрка Монич. Бо ёсць справедливо. І ще треба, вот этот стяг, который тут тримають в Варшаві, треба тримати, бо далі буде тяжей. І ще треба, щоб этот стяг залунав і над Мінськом, і над Крупками, і над Борисовым. І як в 20 стагоддзі шмат людей насамрэч моўча чекали, каб это здарылася, як не убивали, як не катавали. То же самое сёння в нашей шматпакутной Беларуси. Бо великий белорусский народ, а лишь вельмі шмат. Горе ему приносит его географичное становище. И шмат вельмі здрадников и запроданцев. Як в 20 стагоддзі, так и в 21 стагоддзі ничего не изменилось. А лишь герои застанутся героями. Юрке Моничу, тройши, слава, слава, слава! Юрку Моничу, тройши! Юрку Моничу, змагару за Беларусь, тройши! Олесю Пушкину, тройши! Олесю Пушкину, тройши! Олесю Пушкину, тройши! Игорю Леднику, тройши! Игорю Леднику, тройши! Игорю Леднику, тройши! 21 травня, вот так не совсем заважно, прошел день белорусского политвязня. Витальду Ашурку, тройши! Витальду Ашурку, тройши! Витальду Ашурку, тройши! Праз некалькі гадзін а 17-й, Крынічная 6, Белорусский дом в Варшаве. Вечер памяти героя Беларуси Витольда Ашурка. Будем людьми, придем туды. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!